Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Российская премьер-лига презентовала дизайн нового кубка и новых медалей, которые будут вручаться чемпиону России по футболу сезона 2019-2020. В отличие от прошлого трофея, новый кубок не имеет стеклянных элементов и полностью выполнен из металла. Верхняя часть трофея представляет собой выполненный из переплетенных лент футбольный мяч с изображенным на нем логотипом РПЛ. Новые медали призеров чемпионата сочетают в себе эмблемы Лиги и Российского футбольного союза. Напомним, новый сезон РПЛ стартует 12 июля матчем между Тульским Арсеналом и Московским Динамо. Футбольный клуб ЦСКА обыграл казанский Рубин в товарищеском матче. Встреча прошла в Подмосковье, завершилась со счетом 4-0 в пользу армейцев. В их составе 3 результативных удара нанес защитник Арнер Сигурдсен. Еще один гол забил нападающий Федор Чалов. Московский клуб в первом туре предстоящего чемпионата России сыграет 14 июля в гостях с самарскими Крыльями Советов. Рубин 15 июля встретится на выезде с московским Локомотивом. Алексей Кудашов станет новым главным тренером сборной России по хоккею, сменив на этом посту Илью Воробьева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник знакомой ситуации. Известно, что тренерский штаб продолжит работу в том же составе. Ранее Кудашов возглавлял подмосковный «Атлант», а также ярославский «Локомотив». Его лучшим достижением в тренерской карьере является выход в полуфинал Кубка Гагарина вместе с железнодорожниками в сезоне 2016-2017. Экипаж российской команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова финишировал первым на третьем этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Он проехал спецучасток от Улан-Удэ до Улан-Батора длиной 243 километра за 2 часа 26 минут и 10 секунд. Вторым к финишу пришел другой экипаж «КамАЗ-Мастер» под управлением Антона Шибалова. Третье место занял экипаж белоруса Сергея Вязовича на МАЗе. В общем зачете грузовиков после 3 этапов лидирует Вязович. На втором месте идет Каргинов. Тройку лидеров замыкает Шибалов. Ралли завершится 16 июля. За первое полугодие этого года якутские борцы на чемпионатах и первенствах России завоевали 16 медалей. Из них 2 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых. Также 1 бронзовая медаль была завоевана на чемпионате Европы. Итоги деятельности за первое полугодие текущего года подвели на заседании правления Федерации спортивной борьбы Республики. В состав сборной России вошли 7 спортсменов вольного стиля. Кроме того, Федерация провела ряд крупнейших соревнований и турниров, в том числе Кубок мира, международный турнир памяти Романа Дмитриева, лично-командный чемпионат Республики памяти Николая Тарского и чемпионат республики среди мастеров-ветеранов. Дистанция в 1,5 километра для непрофессиональных спортсменов. Работники треста «Алмаз Автоматика» и Института Якут-Днепроалмаз вышли на стадион «Триумф». Они приняли эстафету акции «Алмазный забег». Все подробности у наших мирнинских коллег. В здоровом теле здоровый дух. Эту истину решили подтвердить 400 алросовцев. Они стали очередными участниками алмазного забега. Напомним, акцию запустили по инициативе профсоюза «Профалмаз» и КСК. В рамках нее сотрудники Алроса и члены их семей каждое воскресенье выходят на беговую дорожку стадиона «Триумф». По желанию приходят также члены их семей. Но в спортивном забеге на 2 километра на время принимают участие только сами работники предприятия. В минувшее воскресенье на старт вышли специалисты Якут-Днепроалмаз и треста «Алмаз Автоматика». Участники пробежали дистанцию в 1,5 километра. Поучаствовать в забеге решил и руководитель института Андрей Зельберг. На победу настроены те, кто бежал с номерами. Я, к сожалению, не могу. Но все настроены на получение положительных эмоций, заряда бодрости, как я сказал. В общем, хорошее настроение. Поэтому атмосфера замечательная и прекрасная инициатива КСК. Лучшим бегуном на этот раз стал Александр Катин. По его мнению, бег полезен не только для здоровья. У нас, конечно, в КСК много проходит различных мероприятий спортивных, но такой именно такой вид как никогда укрепляет связи между коллективами, подразделениями. Следующий алмазный забег состоится 14 июля. В нем определят лучших уже среди сотрудников предприятия «Камерал». Алина Нечаева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Это были новости спорта. Всего доброго.